Китайские власти, отрицающие, что заключенные лагерей, которые они называют образовательными центрами, находятся в условиях, равных тюремным, заявили, что большинство освобожденных и вернувшихся к своим семьям нашли работу. Однако Международная организация амнистии опровергла заявление Китая. Глава регионального отдела Организации по Восточной и Юго-Восточной Азии Николас Бекелин сделал следующее заявление. В целях сокрытия массовых задержаний уйгуров и представителей других национальных меньшинств, проживающих в Восточном Туркестане, а также их водворения в лагеря и тюрьмы, власти Китая предоставляют ложную информацию. Исследователи ООН по правам человека, независимые наблюдатели и пресса должны получить немедленный и неограниченный доступ в регион. Администрация Пекина, распределяющая арестованных в Восточном Туркестане в тюрьмы внутренних районов Китая для полного подавления и ассимиляции, с другой стороны проводит жестокую политику по уничтожению заключенных, находящихся в лагерях перевоспитания. Туркестан Пресс, ссылаясь на радио «Свободная Азия», сообщает, что заключенные уйгуры, переведенные в тюрьмы внутренних районов, считаются террористами и содержатся в одиночных камерах без освещения, а надзирателям дается право применять по отношению к ним любые меры наказаний, вплоть до убийства. По сообщениям Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго, в результате эпидемии Эболы умерло 1709 человек. 7 из 15 сбежавших из лечебного центра Гома задержаны в провинции Южной Киву и в настоящий момент находятся в зоне карантина. Таким образом, это оказался первый случай возникновения эпидемии в Южной Киву. В рамках политики по китаизации ислама власти Поднебесной взялись за мусульман Пекина. Управление столицы издало указ о снятии всех вывесок и рекламных табличек с ресторанов, кафе, мясных лавок и киосков, где продается халяльная продукция и присутствует исламский колорит. Корреспонденты Reuters посетили Пекин и встретились с руководителями 11 мусульманских ресторанов, которые сообщили журналистам, что власти приказали немедленно убрать все виды надписей и изображений, символизирующих ислам. Некоторые работники государственных ведомств не уходят с магазинов, ресторанов и рабочих мест, принадлежащих мусульманам, пока они не выполнят приказ властей. В соответствии с решением американских властей, около 40 пилотов и работников наземного обслуживания, проходивших обучение по программе F-35 в США, вернутся в Турцию. Министерство обороны США сообщило о начале официального процесса по исключению Турции из программы F-35. Напомним, что причиной кризиса между США и Турцией стала покупка Анкары российских зенитно-ракетных комплексов С-400.